Вы смотрите итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях четверга, 5 ноября, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы дня. Более 5 миллиардов рублей направлены в регионы на бесплатные лекарства от коронавируса. Сколько досталось Якутии и как получить медикаменты? 9 ноября школьники Якутска вновь сядут за парты после каникул. Озвучим нюансы учебного процесса. Ущерб на сумму более 4 миллионов рублей. Уголовное дело завели из-за пожара в Ангинском районе. В преддверии юбилея города нерюнгринцы отдали дань памяти Гаврилу Черяеву. Успех наших коллег. Проект НВК «Саха» вышел в финал престижного всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ Регион». Как помочь многодетной семье и заодно приобрести незаменимую вещь в хозяйстве? Подробности у нашего корреспондента. 199 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за минувшие сутки, в том числе 40 носителей инфекции. В Якутске 114 случаев, в Алданском районе 13, в Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Мирнинском и Нерюнгринском по 7, в Намском 6, в Горном 5 случаев. В остальных районах от 1 до 4 заболевших. Летальных исходов от COVID-19 за последние сутки 3 лаборатории региона провели порядка 6,5 тысяч исследований. В Роспотребнадзоре рассказали о еще одном необычном симптоме коронавируса – это заложенность ушей. Согласно исследованиям турецких ученых, из 172 пациентов этот симптом отмечали около 12% с легкой формой заболевания. При средне-тяжелой и тяжелой формах заложенность ушей встречалась примерно у 3% случаев. Слуховая труба, расположенная в среднем ухе, ответственна за нормализацию в нем давления, но отек слизистой оболочки носоглотки, появляющийся при насморке, провоцирует сужение или полную закупорку. Вследствие этого за барабанной перепонкой образуется вакуум, который обездвиживает ее, а у пациента появляется ощущение заложенности уха. Встречаться этот признак может и при ОРВИ, и проходить по мере угасания других признаков болезни. Более 5 миллиардов рублей направлены в регионы для обеспечения бесплатными лекарственными препаратами больных коронавирусом. Речь идет о пациентах, проходящих лечение на дому. Средства уже доведены до всех регионов, отчитались в федеральном центре. Якутия получила 36,5 миллионов. Когда начнут выдавать лекарства больным? В материале Ульяны Шагиной. На эти цели Якутия из федеральных средств получила более 36 миллионов рублей. Еще 9 миллионов выделил сам регион из резервного фонда. В настоящее время подписано трехстороннее соглашение между правительством Республики Саха-Якутия, Минздравом Российской Федерации и Минздравом Республики на предоставление иных межбюджетных трансфертов в объеме 36,5 миллионов рублей. Тоже также для обеспечения амбулаторных пациентов с подтвержденным диагнозом. На данную сумму централизованно будет закуплено тоже лекарственные препараты и распределены в медицинские организации по всей республике. Напомним, в апреле этого года в правительстве России было принято решение об упрощении закупочной процедуры лекарственных препаратов, чтобы не прерывать поставки. Этот механизм продлен еще на 1 год, заявил на днях премьер-министр страны. Мишустин также потребовал от руководителей субъектов максимально быстро организовать все процедуры доставки препаратов, чтобы люди смогли как можно скорее воспользоваться бесплатными лекарствами. Прошу руководителей субъектов Российской Федерации максимально быстро организовать закупочные процедуры и контроль за оказанием медицинской помощи и применением препаратов. Крайне важно организовать работу служб консультирования, доставки бесплатных лекарств для тех пациентов, которые лечатся дома. Добавим, что для Якутии такая схема уже не нова. В сентябре из регионального резервного фонда были выделены 11 миллионов рублей на закупку бесплатных лекарств для амбулаторных больных. До этого бесплатным лечением могли воспользоваться только стационарные больные с ковид. При этом те, кто покупал лекарства на собственные средства, отмечают довольно ощутимый удар по кошельку. Мы тоже прошли через это. Вот я, к счастью, попал в больницу, а супруга с сыном лечились дома и покупали лекарства за свой счет. Получается достаточно большие суммы.
особенно вот такие лекарства, как орбидол, грипферон, которые одна упаковка, которых стоит свыше 600 рублей. Федеральное правительство учло и этот момент. На одного пациента, лечащегося на дому, в среднем будет потрачено 7,5 тысяч рублей. Выдавать лекарственные препараты начнут примерно с конца ноября. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск. 9 ноября в столице республики школьники приступают к учебе после длительных каникул. Учебный процесс будет организован в очной форме для всех классов с соблюдением мер, рекомендованных Роспотребнадзором. 9 и 11 классы обучаются только в очном формате. С 1 по 8 классы, а также 10 классы будут учиться в смешанной форме, то есть с применением дистанционных образовательных технологий. С целью разобщения потока учащихся будут организованы дополнительные входы в школу, а также расписание посещения столовой для начальных классов. Преподаватели старше 65 лет будут работать удаленно. Режим работы по урокам, по образовательным учреждениям, они сохраняются в режиме не менее 40 минут. При условии организации питания, например, школа может по своей модели предусмотреть и немножко отодвигать для того, чтобы разобщать детей. На полную обработку, дезинфекции и так далее они будут предусматриваться, но в неучебное время, между уроками и между сменами и по завершении обучения в школе. Прививки от гриппа получили 45% населения Якутии. О завершении вакцинации в ходе совещания по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Якутии Маргарита Игнатьева. В целом по республике привито 45% населения из 60% по плану. Вскоре поступят остатки противогриппозной вакцины, которую нужно максимально использовать, сделав упор на Якутск, где процент привитого населения наиболее низкий, отметила Игнатьева. А ветеранам тыла, труда, а также детям Великой Отечественной войны сохранят право на санаторно-курортное лечение. Об этом сообщили в региональном Минтруде. Если указанные категории граждан не воспользовались путевкой в этом году в связи с распространением коронавируса, они могут реализовать это право в 2021. При этом, в случае, если гражданин самостоятельно прошел санаторно-курортное лечение, выплата денежной компенсации за путевку для указанных категорий граждан сохраняется. О том, как противостоять COVID-19 и когда россияне смогут задышать полной грудью без масок, в материале нашего СОБКОРа в Москве Айсены Бурнашовой. Внешний вид маской не испортить. Средства индивидуальной защиты украшают лица москвичей во всех общественных местах, наземном и, конечно, подземном транспорте. В метро без нее и вовсе не пройти. При этом защитные маски пока остаются самой доступной и эффективной мерой профилактики коронавируса. Но работает этот аксессуар, когда его носят все. Только так, по мнению инфекционистов, и можно прервать цепочку передачи вируса и сократить риски получить заражающую дозу. Если доза вируса попала в организм незначительная, то есть высокая доля вероятности, что будет либо бессимптомное течение, либо субклиническое. Ну и если высокая заражающая доза, то есть вероятность развития осложнений коронавирусной инфекции, которой мы сейчас все очень боимся. Маска может не защитить на 100%, но в любом случае какое-то количество вируса она примет на себя. На помощь к защитным маскам вступают и социальная дистанция, и гигиена рук. А вот уверенно вдохнуть полной грудью россияне смогут, когда COVID-19 будет переведен в вакциноуправляемый режим. Я очень надеюсь, что довольно-таки быстро закончатся пострегистрационные исследования наших 2 вакцин, а на подходе регистрации 3-й вакцины. В этом случае у нас появится очень серьезное оружие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Пока известно, что в гражданский оборот вакцины поступят после всех необходимых исследований. Напомним, что первую «Спутник Ви» уже начали тестировать на добровольцах старше 60 лет. Вторая «Эпивак Корона», ее постклинические испытания стартуют в ноябре этого года. Ну а 3-й препарат, разработанный в центре имени Чумакова, пройдет необходимые тесты уже через месяц. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва.
По факту обнаружения тел 2 человек при тушении пожара в Амгинском районе возбуждено уголовное дело об убийстве. Сообщение о найденных обгоревших телах в одном из домов в селе Битюнцы поступило в следственные органы накануне. В ходе осмотра места происшествия установлены личности погибших. Ими оказались 50-летняя женщина и 46-летний мужчина. На телах погибших обнаружены множественные колото-резанные ранения. Установлено, что ночью 4 ноября 58-летний гость погибших после совместного распития спиртных напитков с хозяином дома нанес ему удары ножом. Затем несколько ударов ножом гость нанес и сожительнице хозяина. После этого мужчина поджег дом и скрылся. Вечером того же дня он был задержан и допрошен. В настоящее время идут следственные действия. Уголовное дело возбудили по факту халатности, которая привела к уничтожению более 700 тонн сена в Якутии. Нанесенный ущерб оценивается в сумму более 4 миллионов 300 тысяч рублей. По данным прокуратуры, в сентябре текущего года в Амгинском районе зарегистрировали лесные пожары на территории Багинского, Мендигинского и Самурсунского наслегов. Несмотря на наличие действующих очагов, должностными лицами принято преждевременное решение о закрытии пожароопасного сезона, говорится в сообщении. Таким образом, тушение лесных пожаров не было организовано, что привело к распространению огня по участкам крестьянских хозяйств и потребительских кооперативов. В результате уничтожено более 700 тонн заготовленного на зимовку сена. Более половины всех вызовов с неизвестных номеров в этом году являются спам-звонками. Такие данные отражает статистика приложения Яндекс. Годом ранее нежелательным был каждый второй звонок или 50% от всех вызовов. Кроме того, преступники нашли новый метод кражи с банковских карт. Мошенники предлагают установить специальное приложение на телефон. По информации лаборатории Касперского, за январь-сентябрь спам-звонков еще больше, более 60% от всех неизвестных вызовов. А доля звонков с подозрением на мошенничество порядка 6,5% от всех входящих с неизвестных номеров, уточнили в компании. К другим темам. Приоритетное направление проекта госбюджета Якутии на предстоящие 3 года – содействие достижению национальных целей развития. Об этом сегодня, представляя проект закона депутатскому корпусу в Илтумен, сообщил министр финансов республики Валерий Жандоров. Министр сообщил, что параметры госбюджета республики сформированы по 26 государственным программам, направленным на достижение 6 стратегических целей и непрограммной части. Последние годы с доходной частью у нас определенные проблемы существуют, и в связи с этим в конце года образовалась определенная довольно-таки финансовая яма, да, как любят говорить, и мы героически преодолевали эту яму разными методами, потому что дополнительных доходов, как всегда, не хватало. И суммы очень большие оставались. Вот в связи с этим и мы стали такие вопросы все-таки основные вот такие большие расходы по коммунальному комплексу и по образованию все-таки предусматривать в полном объеме, практически в полном объеме. На сегодня вот глава республики такие направления указал, УКК, это образование, вот госстандарт образования, это заработная плата бюджетников, это, можно сказать, сельское хозяйство, да, ну и в том числе по отношению к полномочиям города Якутска по столичным функциям. В региональном министерстве труда объяснили, как будет действовать беззаявительный порядок ежемесячных выплат на первого ребенка. Для их получения гражданам не нужно самостоятельно обращаться в органы государственной власти. Управление соцзащиты по базе данных отслеживает такие семьи и продлевает выплаты автоматически. Ее размер составляет 17 660 рублей. Также из средств республиканского бюджета предоставляются выплаты для семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей. Количество получателей зависит от объема предусмотренных средств. Вот нынче в текущем году это составляет 116 семей на сумму 350 миллионов рублей. Размер этой выплаты, он зависит от количества членов семьи, да, но где-то примерно 2-2,5 миллиона рублей. В среднем это я говорю, потому что бывают семьи, у кого 7 детей, бывают семьи, у кого 5 детей. Все это зависит от количества членов семьи. Сейчас короткая реклама, мы продолжим буквально через полминуты. Смотрите далее на канале Якутия-24. В преддверии юбилея города нерюнгринцы отдали дань памяти Гавриилу Черяеву.
Большой успех наших коллег. Проект НВК «Саха» вышел в финал престижного всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ Регион». И как помочь многодетной семье и заодно приобрести незаменимую вещь в хозяйстве. Подробности нашего корреспондента. Идем далее. Историю современной России в школах будут учить 2 года. Продолжавшаяся больше 5 лет работа над концепцией преподавания истории в школе завершена. Документ утвержден коллегией Минпросвещения. В ведомстве сообщили, что будет линейный подход к преподаванию. То есть ранее до 9 класса преподавался новый материал, а в 10-11 классах было повторение изученного, но в укороченном варианте. Теперь курс истории будет идти до 11 класса. В 10 и 11 будут проходить историю 20 века, в том числе события после 1990-го. Нерюнгринцы отдали дань памяти Гаврилу Чиряеву. В преддверии юбилея города возложили цветы к памятнику советского партийного и государственного деятеля, первого секретаря Якутского обкома КПСС. Он сыграл огромную роль в образовании города Нерюнгри. Подробнее об этом выдающемся человеке расскажет Ирина Кичигина. В годы руководства Гавриила Иосифовича Чиряева маленький поселок в Якутской тайге был преобразован в город Нерюнгри республиканского значения. Введена в действие железнодорожная линия Тында-Беркакит-Угольная. Именно этот человек положил много сил для того, чтобы из аграрной республики сделать индустриальную. Он доказал на самых высоких уровнях руководства Советского Союза, что на севере есть несметные богатства, что необходимо развивать производство и промышленность. На сегодняшний день я считаю, что этот человек родитель нашего города, потому что благодаря его энергии, его той идее, которая у него была, наш город в 1975 году из поселка стал именно городом. И это было начало строительства Южно-Якутского производственного комплекса. Гавриил Чиряев провел ускоренную крупномасштабную индустриализацию экономики республики, создал новые отрасли промышленности. Создание Южно-Якутского, Западно-Якутского и Центрально-Якутского территориально-производственных комплексов заложило фундамент для дальнейшего социально-экономического развития республики. Нерюнгринцы всегда будут помнить героические подвиги людей, внесших большой вклад в становление и развитие Нерюнгринского района и города Нерюнгри. Гавриил Иосифович внес большой вклад в развитие угольной промышленности и города Нерюнгри. Мы чтим его память как первого основоположника города Нерюнгри. Я хочу стать достойной его смены. Также хочу поздравить с наступающей годовщиной города Нерюнгри, пожелать счастья, добра, благополучия. Я в городе Нерюнгри совсем недавно, живу здесь только год, и я уже о Гаврииле Чиряеве знаю, что он внес большой вклад в становление города Нерюнгри и строительство Южно-Якутского производственного комплекса. В возложении цветов к памятнику советского партийного и государственного деятеля принимали участие главы муниципальных образований Нерюнгринский район Виктор Станиловский и город Нерюнгри Леонид Олейник, председатель Нерюнгринского районного совета депутатов Валерий Селин и общественные деятели. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Переходим к околоспортивной теме. Успехи в шахматах и шашках будут учитываться при поступлении в крупнейший вуз Якутии. Победителям интеллектуальных игр начислят 8 дополнительных баллов. Призерам 5, участникам заключительного этапа 2. Об этом сообщили в Северо-Восточном федеральном университете. Подобное нововведение дает хорошие дополнительные возможности для поступления ребятам, увлекающимся шашками и другими интеллектуальными играми. Помимо традиционных шашек и шахмат, игра ГО тоже начинает набирать обороты. В республике была создана федерация. А проект «Игры Дыгына» национальной вещательной компании «Саха» вышел в финал 19-го всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ Регион». Спортивная программа добралась до финала в номинации «Телевидение и жизнь. Специальный проект». Режиссером телевизионного проекта «Игры Дыгына» является Радомир Томский. Фильм о турнире по национальному многоборью вышел на конкурс с комментариями журналистов Степана Посельского и Власия Сергеева. Основными конкурентами якутского фильма станут Омская телевизионная компания с проектом «Самое дорогое» и Санкт-Петербург телеканал «Вещатель» с проектом о юбилее Русского музея. Пожелаем нашим коллегам победы в престижном конкурсе.
В Ленске определят лучший салон красоты. Конкурс проходит уже несколько лет подряд. В этот раз он проводится в рамках Всемирной недели качества. По его итогам победитель получит переходящий знак «Лучшая парикмахерская», диплом и подарочный сертификат. Наш корреспондент об участниках конкурса. В рамках конкурса проверяющим предстояло посетить 20 салонов красоты, на что ушла целая неделя. Комиссия, в состав которой вошли представители районной администрации, члены координационного совета и депутаты, оценивала участников по нескольким критериям. Санитарно-техническое состояние парикмахерской, оснащенность современным оборудованием, наличием скидок для пенсионеров – одно из основных требований повышения квалификации мастеров. Учитывается ассортимент предоставляемых услуг, то есть получается, чем их больше, тем лучше, соответственно. Внешнее оформление, и отсутствие со стороны контролирующих органов каких-либо нарушений. Большое внимание жюри уделяло соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. В основном все санитарные состояния у всех неплохое, все учитывают условия, которые сейчас мы должны все соблюдать, маски, перчатки. Обеззараживание, это у парикмахерских у них всегда было, это на первом месте, потому что работают с клиентами в непосредственном контакте. Один из салонов, который посетила комиссия, достаточно молодой. Именно он практически полностью соответствовал всем критериям. Современное оборудование, мастера, которые постоянно проходят выездные курсы, наличие антисептиков и масок. Единственное, у салона не предусмотрена скидка для незащищенных слоев населения. В следующем списке был салон, уже за много лет зарекомендовавший себя одним из лучших в городе. Здесь тоже нареканий не возникло. Масочки предлагаете клиентам своим, да? Вот, пожалуйста, да, все стоит, все в наличии. Стерилы, дезинфекторы, маски, все это имеется. Каждым годом салонов красоты в Ленске становится все больше. Конкуренция растет, поэтому подобные конкурсы необходимы, чтобы качество предоставляемых услуг возросло. Тем более, что сейчас их спектр расширился во много раз. Итоги конкурса комиссия подведет на следующей неделе. Награждение запланировано на вторник. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. Лопату в каждый дом. Многодетная приемная семья Павловых производит качественные снеговые лопаты «Снежинка» и осуществляет реализацию товара с помощью одного из гипермаркетов нашей столицы. Как приобрести незаменимую в хозяйстве вещь и заодно помочь многодетной семье? Подробности расскажет Полина Долинская. Качественная лопата незаменима в уборке снега, ведь это значительно ускоряет процесс работы. Синоптики обещают нам теплую и снежную зиму, а значит, самое время приобрести такую помощницу. Семейный подряд Павловых уже вторую зиму производит снеговые лопаты «Снежинка» для гостей и жителей Якутска. Младшие помогают старшим, старшим помогает отец семейства. Подготовка начинается еще задолго до первого снега. Когда мы ездили по ягоды, мы заготавливали черенки из сухой лиственницы, где раньше горел лес. Потом в сентябре мы начали готовить. Заготавливали в день по 5-6 лопат. Готовить не так уж сложно, так как мы делаем вместе с папой. Первую лопату Александр Павлов смастерил для уборки во дворе дома, которая служит ему не первую зиму. Вот этой лопате 5 лет, мы ее сделали 5 лет назад, и она до сих пор служит в хорошем состоянии. Вот это сухая лиственница, заготавливаем летом, где горельник. И вот это все из дерева, это сосна, 4 миллиметра фанера. И вот такая жестянка делается. Вот она все до сих пор служит. После возникла идея смастерить такие лопаты для продажи. Один из гипермаркетов согласился помочь с реализацией товара. Лопаты очень хорошо разошлись, потому что по качеству они очень хорошие. И покупатели хвалят эти очень хорошо лопаты. Потом мы предложили им сделать женские лопаты. Они сделали чуть поменьше размером, также вот они стоят. Также с этим снежинки, получается, с слоевыми снежинками получается. Как мы вот с ними до сей поры работаем. В этом году мы сделали, уже увеличили заявку на них. И уже покупатели уже заранее спрашивают. В прошлом году на вырученные с продажи средства многодетная приемная семья Павловых купили большую трехслойную палатку и снасти для рыбалки. А в этом году планируют приобрести товары для активного отдыха и праздничные подарки для детей. Полина Долинская, Георгий Григорьев, Якутск.
Таким наши корреспонденты увидели четверг, 5 ноября. Берегите себя в общественных местах, носите маски и соблюдайте безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.